Good afternoon. There is no better sight than having all of you eager to further your education by studying internationally. Образовательные программы и обмены имеют решающее значение для познания мира и построения мостов уважения, взаимопонимания, а также дружбы между культурами. Добро пожаловать, приветствую вас на очередной сессии по неделе международного образования. Сегодня наше мероприятие посвящено программе Tech Women. Это программа для молодых женщин-лидеров в области науки и технологий, которая объединяет и поддерживает следующее поколение женщин-лидеров в областях STEM. Как говорится, лучше всего, чем вот я сейчас буду все вам объяснять и показывать, и так проведу чисто такую сухую презентацию, которая не будет никому интересна. Поэтому мы просто подумали, лучше всего пригласить самих участниц, которые уже побывали в США, которые познакомились с этим опытом, чтобы они поделились с нами своими впечатлениями, своим опытом, поскольку у нас сегодня уже почти предпоследний день недели международного образования, но я хочу обратить внимание, что Tech Women – это одна из тоже передовых программ, именно предназначенная для женщин, поэтому выделите, пожалуйста, свое время, послушайте, это очень интересно. Про свой ценный опыт сегодня расскажут нам Анзурат Касымова, Наталья Тюдина и Зеварда Валтмамадова. Спасибо большое, что вы согласились сегодня принять участие. Это для нас честь, то, что вы нашли время поделиться своим опытом и впечатлениями. Я передаю слово девушкам. Спасибо большое. Давайте тогда сперва познакомимся. Следующий слайд, Наташа. Меня зовут Анзурат Касымова. Я являюсь выпускницей программы Tech Women 2016 года. А также со мной двое участниц, выпускниц программы Tech Women 2018 года. Это Наташа и Зевар. Давайте расскажу я о себе. Я являюсь консультантом в сфере информационных технологий и специализируюсь в разработке архитектуры информационных систем, также в кибербезопасности. И также веду свою деятельность в сфере образования в IT. А также являюсь амбассадором программы Technovation Girls. Девочки тоже сейчас себя представят, когда мы передадим слово им. Давайте я начну о программе. Что собой представляет программа Tech Women? Это ежегодная пятинедельная программа обмена, менторства или же так называемого наставничества, которая проходит в Сан-Франциско и в Вашингтоне, округ Колумбия. Вообще программа Tech Women была разработана в ответ на речь президента Обамы, которую он говорил в 2009 году в Каире и призывал построить и укрепить взаимоотношения народа Соединенных Штатов и Ближнего Востока, а также Южной Африки. И таким образом сейчас эту программу осуществляет Институт международного образования, IIE. Финансируется эта программа Государственным департаментом США при поддержке Бюро по вопросам образования и культуры, а также ведущими тех-компаниями в Сан-Франциско. Следующий слайд. Цель программы – это расширить возможности женщин, лидеров в области науки, технологий, инженерии и математики, или же мы, наверное, слышали об этом не раз, сфера STEM. И вот объединив их, цель программы не только расширить возможности, а также вдохновить женщин
оставаться в этой сфере. Участницы программы Tech Women – это женщины с Африки, Южной и Центральной Азии, а также Ближнего Востока. Следующее. Программа была организована в 2011 году, и в первый год участия всего лишь участвовали в ней 37 женщин из Ближнего Востока и Южной Африки. В 2015 году эта программа расширилась на страны Центральной Азии, в том числе для нас, Таджикистана. И в этом году уже участвовали 19 стран, и количество участниц достигло 99 женщин. Сейчас сеть участниц Tech Women достигает свыше 800 женщин из 21 страны. Это опять-таки страны Африки, Азии и Ближнего Востока. Для кого предназначено, то есть какими являются подходящие кандидаты, да, для программы Tech Women? Tech Women всегда в поисках ярких и многообещающих женщин-лидеров, которые хотят участвовать в этой программе. Программа до пандемии, да, программа ежегодно проводилась в сентябре, где участники, да, известные как Emerging Leaders, собираются в Сан-Франциско для программы менторства в ведущих технологических компаниях. В течение месяца эти женщины, да, участвуют в семинарах, встречах, в культурных мероприятиях. Например, для них проводятся такие, можно сказать, семинары и встречи, направленные на преодоление препятствий, да, которые встречаются с женщиной, которые работают в сфере STEM. Или же семинары, которые направлены на лидерство, да, именно, можно сказать, развитие их лидерских качеств. Помимо таких семинаров для женщин проводятся культурные мероприятия, в которых они участвуют. Это посещение музеев, это посещение разных, можно сказать, организаций, которые проводят презентации для стартаперов. И, конечно же, на разного рода мероприятиях, которые направлены на нетворкинг, потому что нетворкинг является самым таким особенностью, да, которым выделяет Силиконовую долину среди всех других стран или же территорий, где развиваются технологии. Кроме этого, женщины в течение этого проекта, то есть этой программы, разрабатывают свои проекты, которые направлены на решение социально-экономических проблем в своей стране. И по возвращению они будут их уже имплементировать, да, осуществлять в своей стране. Программа завершается встречами в Вашингтоне, где посещают опять-таки женщины, Государственный департамент США, приглашают их к себе в гости, можно сказать, посольства этих стран, участниц, к себе в гости и организовывают также мероприятия. А также, опять-таки, культурное посещение, это музеев, да, достопримечательностей в Вашингтоне. Следующий. Дальше я передаю слово Наталье. Наталья расскажет, как проходит вообще профессиональное менторство, да, в этой программе. Пожалуйста, Наталья.
Собственно, как проходит профессиональное менторство? На самом деле все зависит от профессионального опыта участника программы. В зависимости от его опыта ему подбирают, как мы ее называем, между собой стажировку. И во время этой стажировки у человека, у участника есть свой ментор, и они вместе с ментором составляют план работы, чего они хотят достигнуть, и продолжают работать над этим планом в одной из ведущей технологической компаний мира. И, в общем, в целом основная идея заключается в том, чтобы разработать какой-то маленький проект на протяжении всей программы менторства или стажировки. Если мы говорим про принимающие компании, да, несмотря на то, что это STEM, компаний очень много. И компании не заканчиваются там Твиттером, LinkedIn или PayPal. Компаний очень много. Компаний бывают не только IT, но и больше связанные с инженерией. Есть Autodesk. Если, допустим, это мы говорим более о химии или о естественных науках, это есть 23 компания, которая занимается генетическими тестами. Компаний очень много, и стоит отметить, что во время программы очень четко подбирают каждому участнику компанию, в которой он будет проходить стажировку. И это не так, что даже не так, что человеку подбирают компанию. Получается, все участники, которые проходят финальный отбор, заполняют большую анкету, где они указывают свои пожелания к компании, чем они хотят заниматься. И в свою очередь менторы из принимающих компаний смотрят на кандидатов и пытаются подать и получить лучшего кандидата. И тем самым, получается, подбирают максимально удачно и максимально хорошо стажировку, чтобы человек мог полностью реализоваться и получить все навыки, о которых он мечтал. Ну, чтобы не рассказывать много теории, перейдем больше к опыту. Программа менторства в целом длится 4 недели. Как это все начинается? В первый день ментор обычно знакомится со всей компанией. Как вы видите с правой стороны на слайде, обычно в компании не работает только, или работает, стажируется один участник TechWoman, а получается, в нашем случае нас было 5. И все наши менторы образовывали большое такое комьюнити менторов, где они были очень рады не только помогать своим участникам или участникам, которого и подобрали, но и также и всем. То есть любой был рад помочь, любой был рад как-то подсказать и познакомить с людьми, которые могут решить ваши задачи. Каждый день, если говорить про мой опыт, я проходила менторство в Твиттере. Каждый день у нас были большое количество тренингов и встреч по профессиональному профилю. Из-за того, что я, в принципе, программист, у меня были встречи с разработчиками бэкэнда, фронтенда, нас знакомили с техническим директором Твиттера, нас знакомили с VP of Engineering и другими сотрудниками. Также интересный факт, вы можете увидеть справа на слайде внизу, мы сидим за столом, что-то обсуждаем. Это мы обсуждаем с основателем Перископ. Я была очень удивлена. Мы тогда зашли в комнату, начали обсуждать проекты, начали задавать вопросы. Очень добродушно и доброжелательно относятся все к программе TechWoman, все знают, все очень воодушевлены ею. И когда мы начали разговаривать с основателем Перископа, и он начал рассказывать о себе, он такой: я выходец из семьи, иранской семьи, и я говорю по-фарси. И потом, когда у нас был круг вокруг стола, и каждый рассказывал, откуда он, с какой страны, на каком языке говорите, и он был просто удивлен Таджикистаном, он прям был воодушевлен. Это что, правда? Вы тоже говорите на, грубо говоря, фарсиязычном языке, он прям был очень excited. А в целом, если говорить про программы менторства и стажировок, какие проекты бывают, допустим? У меня это было 2 проекта. Использование Твиттера в Центральной Азии – это был один проект, который было очень интересно потрогать, пощупать данные. И второй проект, потому что я все-таки больше разработчик и технический человек, у меня была разработка функций Твиттера для слабовидящих людей. Ну, а точнее говоря, людей, которые вообще не видят. То есть вы, возможно, будете удивлены, но люди, которые не видят, могут спокойно пользоваться телефоном.
Как это происходит? Когда человек щупает телефон своими пальцами, в зависимости от того, куда он нажимает на экране, эта часть экрана озвучивается. И таким образом можно писать посты, можно читать ленту новостей или даже узнавать, что на фотографии. Очень было приятно, что с помощью проекта мне дали поработать непосредственно с кодом Твиттера, сделать свой коммит. Коммит — это добавить свой код в приложение Твиттера, и это было очень воодушевленно. Но на самом деле проекты бывают абсолютно разные. Допустим, если мы говорим про Зевар, Зевар проходила стажировку в Mozilla, и в Mozilla у нее был проект, связанный с Agile и Project Management. На самом деле Project Management — это очень отличная и интересная тема, особенно когда мы говорим про топ-компании Кремниевой долины. Конечно, это просто грех уехать оттуда и не узнать ничего о менеджменте и о том, как это все делается там, и перенять этот успешный опыт. Анзурат, допустим, проходила стажировку в LinkedIn, тоже очень большая и крутая компания, просто с потрясающим кампусом, и там она тоже занималась сбором больших данных, и также ее интересовал Project Management и Agile, потому что как можно поехать в Кремниевую долину, и это святая святых. Project Management. Если говорим про Impact Project, я думаю, Анзурат, у нее есть специальный момент про Impact Project. Спасибо большое, Наташа. Да, действительно, участие в программе Tech Women – это один восторг, да, который ты получаешь, находясь прямо в этом обществе, в этих компаниях. И давайте немного вам расскажу, что такое Impact Project. Да? Как я ранее сказала, кроме того, как мы проходим менторство в компаниях, или же для нас осуществляют разные компании, да, собирают всех участниц и проводят для них семинары по лидерству, по преодолению препятствий, да, для женщин, которые в этой сфере работают. Другой, можно сказать, такой важной, неотъемлемой части программы является разработка проекта, направленный на решение социальной проблемы в вашей стране. И они обычно начинают, да, вот именно разработку этого проекта, можно сказать, с таким призывом: если вы могли изменить что-то в вашем обществе, то что бы это было, да, вот с таким призывом они призывают всех участниц выявить некую социальную проблему, именно которой является болью для всех участниц, да, наиболее такой важной, и работать над ней. Для усовершенствования этого проекта, да, полностью для проработки идеи проводятся 3 семинара, на которых вы практически оттачиваете эту свою идею. И обычно семинары, опять-таки, проводятся в больших тех-компаниях. Они в этот день принимают нас, можно сказать, в гости, устраивают нам обеды, устраивают нам опять-таки сессии по нетворкингу, да, это опять-таки по знакомству, да, можно сказать, потому что нетворкинг — это самая такая, можно сказать, важная часть этой программы, которой каждый должен от этого получить очень многое. И именно используя вот этот нетворк, где присутствуют, можно сказать, все импакт-коучи, которые привязываются к каждой программе, и презентуя для каждого их, вы можно практически оттачиваете свой проект для презентации к концу для большой публики. Обычно это очень такие большие, огромные залы с большими такими экранами, да, стоят на которых, не знаю, это... Я бы раньше, наверное, никогда вот в таком зале я раньше не стояла, вот, где присутствует огромное количество желающих людей, которые просто хотят услышать, да, что предлагают эти женщины, да, для решения проблем и какие проблемы у них вообще существуют в обществе. И когда команды презентуют, обычно все команды, это в наше время это были 19 стран,
презентуют свои проекты, и среди них отбирают 3 самых лучших, да, то есть у кого проект именно является, можно сказать, там оцениваются они по разным критериям, то есть за тот промежуток времени, да, для которого они должны его осуществить, он действительно является, можно сказать, реальным, то есть реалистичным проектом. И 3 этих победителей их награждают так называемыми seed-грантами, да, в размере $3000. Вот я слышала уже от новых участниц, да, которые вот в связи с пандемией, к сожалению, не смогли поехать этой осенью в Штаты, чтобы пройти эту программу, но Tech Women также доказал, что несмотря на пандемию, Tech Women может организовать эту программу, и для них сейчас проводятся как раз такие виртуальные, можно сказать, онлайн-сессии по разработке этих социальных проблем. И даже для них есть такие, можно сказать, привилегии, что каждый проект, который разработают вот в этих виртуальных сессиях, да, онлайн-сессиях, каждый проект получит эти seed-гранты для их реализации в своей стране, что также является очень таким, можно сказать, крутой возможностью, да, для каждых женщин реализовать свои проекты в своих странах. Что же предлагали, какие вообще проекты предлагаются, да, какие проблемы решают участницы для своих стран? Приведу пример, который, например, выиграли именно в течение программы в 2016 году. Это были участницы с Африки, где ученики в школах не имели примитивно парты, да, где они могут сидеть и учиться. Они практически сидели на камнях во время уроков. И вот в рамках этого своего проекта они предоставили там нескольким школ, обеспечили их партами, что является очень таким, можно сказать, большим импактом, да, который эти женщины сделали для своей страны. Следующий слайд, наверное, нам расскажет Зивар. Это культурный обмен, который мы получаем, участвуя в этой программе. Спасибо большое, девочки, что передали слово. Еще раз напомню, да, что во время всей стажировки, всей программы участники проходят три этапа параллельных, наверное, если можно так выразиться. То есть первый – это менторство в компании, где у вас есть закрепленный за вами ментор, вы делаете какое-то исследование или разрабатываете личный проект. Второе – это Impact Project, то есть проект, направленный на решение проблемы в вашей стране. Вы его делаете с командой девочек из своей страны, да, то есть если вы приехали из Казахстана, вы делаете с командой из Казахстана этот проект. И третье – это культурный обмен, то есть это мероприятия, направленные именно на сближение такое с активностями, не знаю, с прогулками, с каким-то активным отдыхом. Сюда входит посещение музеев, не знаю, клубов, достопримечательностей. Активные виды деятельности, как я уже упомянула, это веломаршруты, скалолазание, что-то другое, питчи стартапов, где вы можете поучаствовать по желанию, или какие-то волонтерские работы. Мне очень понравился день Voluntary Day, когда всех участниц разбили на 4 команды. Мы ездили, преподавали людям пожилого возраста в доме престарелых IT, компьютеры, как пользоваться телефонами и планшетами. Другая команда поехала на ферму, они собирали, в общем, урожай, картошку, морковку. Да, вот 2 команды было, и всем очень понравилось. То есть вы делаете что-то весело, здорово и что-то полезное. Также про культурный обмен могу сказать то, что когда вы участвуете в программе, вам на телефон устанавливают приложение, да, Tech Women, где вы можете переписываться не только с участниками со своей страны,
но и с любой другой девушкой, которая именно вашего года участвует в программе Tech Woman, а также видеть все культурные мероприятия, которые запланированы. Каждый день запланировано хотя бы одно культурное мероприятие. Есть культурные коучи или менторы, которые занимаются именно культурным обменом, еще другие люди, и они организовывают какие-то встречи, походы. То есть можно через программу зарезервировать себе место на экскурсию, в музей, в театр, в университет какой-то, в академию и уже участвовать. Да? Вот также наши девушки ходили в НАСА, посещали посещение Стэнфорда или НАСА. Или же можно самому сгруппироваться с кем-то и уже куда-то ездить, что-то смотреть. Почему культурный обмен важен? Потому что вы обмениваетесь не только идеями, да, но также в непринужденной обстановке узнаете менталитет другой страны, чем-то делитесь, можете, наоборот, что-то подсказать, что-то впитать самому. Следующий слайд, пожалуйста. Также каждый год Tech Woman программа проводит делегации в странах-участниц. То есть это, скажем так, неделя встреч и вспоминаний былого и каких-то хороших мероприятий девушек, окончивших именно выпускниц программы Tech Woman. Это могут быть знакомства с представителями власти, знакомства с представителями тех же участниц STEM между собой, привлечение новых девушек. Да. В прошлом году, в 2019 году я участвовала именно в делегации Tech Woman в Узбекистан. Было в том году 2 делегации, одна в Узбекистане, другая в Сьерра-Леоне. Я участвовала в Узбекистане, и что мне понравилось, там мы участвовали на хакатоне, где команды из различных университетов Ташкента показывали свои проекты, которые они хотят внедрить в своем городе. Мы были очень поражены, потому что там были и медицинские проекты, и транспортные, и образовательные, и очень на таком высоком уровне. То есть можно увидеть, какие проекты, можно в них инвестировать или, наоборот, списаться с ребятами, если ты занимаешься чем-то подобным, и уже как-то скоординироваться в работе. Вот, делегаты из США приезжают тоже вот в эти поездки, которые по-английски называется delegation trip, да, то есть когда делегация из США приезжает в страну-участницу, узнают об экосистеме вообще, технологической или вот STEM-экосистеме в этой стране и связываются с потенциальными соискателями, которые готовы вкладываться именно в развитие STEM-сферы в этой стране. Да, Анзурат, есть что-то добавить? Да, делегация, она, можно сказать, дальше продолжающаяся, да, то вот это, можно сказать, цепочка этой программы. И делегация уже побывала в 3 странах Центральной Азии: Казахстане, Киргизстане, Узбекистане. Кто знает, в будущем, может, делегация также приедет к нам в страну, да. И их вот неотъемлемой целью, да, этой делегации — это опять расширить сеть женщин в сфере STEM, укрепить партнерские отношения, да, между этими странами, а также вдохновить девочек идти в эту сферу и налаживать опять-таки отношения менторства и участниц программы, чтобы и после окончания программы, да, вот эта связь ментора и менти, да, и, можно сказать, наставника и, можно сказать, подопечного, да, продолжалась дальше. И обычно делегации, они посещают неправительственные организации, они посещают частные и государственные предприятия, университеты, школы, инкубаторы, разного рода инновационные центры и проводят там семинары, да, на ту или иную сферу, в котором они являются, можно сказать, уже лидерами или же мастерами, да, которые могут что-то передать, свои знания этому обществу или же тем людям, кто в этом нуждается. Я еще добавлю, вот в том году, получается, в 2019-м, после
делегация в Узбекистане. 2 менторов из программы Tech Woman посетили также Душанбе. И была организована встреча, вот благодаря Анзурат, где они делились своим опытом, и просто это, можно сказать, невероятное ощущение, когда человек, работающий в Apple, говорит, что вот я вот там работала над тем, чтобы поддерживать разные стандарты видеосвязи, радиопередачи, там, волновых технологий. И когда человек просто рассказывает, вот как вот сейчас он работает в Apple, как все это круто, и ты смотришь, что вот этот человек перед тобой, то есть это не где-то там далеко, недостижимо, нереально, а вот он тебе рассказывает, что давайте, участвуйте, а есть какие-то вопросы, пишите мне, раздает визитки, как бы налаживает связь. Да. То есть это дорогого стоит. Вообще вот у них очень присутствует такая скромность, да, и вот отдача того, что они знают другим. Вот эта менторша как раз-таки, да, о которой сказала Зевар, спасибо большое, что напомнила. Ее зовут Хосаи, она вообще выходка из Афганистана. И вот она, рассказывая полностью свой путь, хотела также вдохновить, вот ее такой большой целью, да, посещения Таджикистана было: я хочу вдохновить таджикских женщин, да, таджикских девочек, чтобы они не боялись идти в эту сферу. Потому что, говорит, страх был также у меня. Но главное, можно сказать, главное препятствие женщины, да, идти в эту сферу и развиваться, это ее страх. Стоит ей побороть твой страх, она говорит, возможности женщин не знают границ, они также могут быть успешными во всем. И действительно, она провела замечательную сессию, девочки прям получили восторг от ее участия. Да, это действительно круто. Здорово. Здорово. Можно следующий слайд? Итак, кто может участвовать в программе? Да? Какие основные критерии? Любой из вас может подавать, если соответствует именно этим критериям, да, требованиям. Вам необходимо иметь 2 года профессионального, то есть вы должны 2 года уже работать в сфере STEM. Еще раз, STEM – это наука, технологии, окружающая среда и математика. То есть если вы в какой-то из этих сфер работаете, уже 2-й год, вы можете спокойно, смело подавать на эту программу. У вас есть как минимум степень бакалавра, то есть как бы корочка, диплом, да, в этой сфере. Вы свободно владеете на английском, очень важный пункт, потому что все будет происходить на английском языке, вся документация, все эти проекты, менторство, то есть все будет на английском. То есть без знания английского будет очень тяжело, ну, не обязательно знать его прямо на высшем уровне, но хотя бы уметь изъясняться, понимать, общаться с представителями других стран, да, с другими девушками, налаживать мосты. И также, если у вас есть гражданство, вот, и вы постоянный житель следующих стран, уже 21 страна: Алжир, Камерун, Египет, Иордания, Казахстан, Кения, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Марокко, Нигерия, Пакистан, палестинские территории, Руанда, Сьерра-Леоне, Южная Африка, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Узбекистан и Зимбабве. Теперь следующий слайд. Да, вот полная информация доступна на сайте techwoman.org. Вы можете задать, посмотреть, как сейчас проходит Tech Woman, да, какая миссия у этой программы, и все подробно почитать и узнать вот то, что мы сейчас рассказали. Да, вот хочу добавить, также вы на сайте, да, вот можно увидеть весь профиль, да, кто же участвует в этой программе. И сейчас на сайте доступен, наверное, профиль участниц 2020 года, которые должны были участвовать. И вот вообще программа Tech Woman, кроме того, что познакомила меня с участницами других стран, я также узнала о других женщинах, которые также ведут свою деятельность в этой сфере, о которых я раньше даже и не знала. Вот благодаря этой программе мы также многое узнаем и о своем обществе, да, и о своих женщинах, которые ведут деятельность в этой сфере. Если добавить про продолжение относительно сайта, когда вы будете подавать заявку, я уверена, вы будете ее подавать, обязательно читайте блог-посты девочек, которые уже прошли эту программу. Именно в этих постах вы найдете и мотивацию, и вдохновение для того, чтобы написать те эссе, а их будет немало.
И плюс вы можете посмотреть, как он действительно выглядит, идеальный кандидат. Да, я просто скажу еще одно маленькое впечатление. В тот год, когда вот мы поехали в TechWoman, я познакомилась очень близко с девушкой из Кыргызстана, она такая скромненькая, такая маленькая, тихонько говорит, и что-то как-то промолвила, что вот когда я вожу машину, я говорю, ух ты водишь машину, классно. Она такая, да. Ну вот, когда вот там мои сотрудники не хотят что-то делать, я говорю, подожди, у тебя сотрудники, ты руководишь отделом? Оказалось, девушка архитектор, строитель, у нее в команде 20 человек, мужиков таких вот, мужланов, можно сказать, с которыми она ежедневно работает, рассказывает и показывает им, как что строить, да, ходит прямо вот в каске по строительным объектам, водит машины, такая прям огонь. И при этом такая маленькая, скромненькая, на первый взгляд даже не скажешь. Вот. Теперь, как выглядит идеальный кандидат, да? Если вы стремитесь к чему-то, что может помочь развить ваше общество или исправить какую-то проблему в вашей стране, да, то есть поднимайтесь по карьерной лестнице, связанной со STEM технологиями и связанной с инновациями. Если вы привыкли делиться своим опытом с другими, да, вы хотите чему-то научить, после программы вам будет приятно, и вам будет хотеться поделиться своим опытом с другими людьми, с другими девочками, провести сессии. Если у вас есть опыт волонтерства и работы с общественными организациями, и также еще важный пункт, что у вас нет опыта работы с США вообще, или он очень ограниченный, то можно сказать, вы идеальный кандидат. У вас остается только одно, вот написать эссе, пройти все эти этапы отбора, интервью, можно сказать, знакомство с собой, потому что когда вас будут спрашивать, зачем вам это нужно, почему именно вы, а не кто-то другой, что вы сможете сделать, что, представьте, вы уже приехали, что вы можете сделать дальше для своей страны, для себя, и вы анализируете, прислушиваетесь к себе. Вот. Да. Да, я пожалуйста. также заметила, что если мы смотрим про выпускниц программы TechWoman, то все девочки очень разносторонние. То есть я не видела еще ни одну девочку, которая только там, не знаю, работает и поднимается по карьерной лестнице, и все. Все пытаются помогать обществу, все пытаются волонтерить, все пытаются улучшать что-то. Кто-то поет, кто-то танцует, кто-то там, не знаю, скульптуры делает и рисует. То есть девочки очень разносторонние. Мне кажется, это тоже, знаете, пункт идеального кандидата. Вот, если вы еще продемонстрировали предприимчивость и приверженность инновациям. То есть, когда вы хотите внедрить что-то новое или изучить что-то новое. Анзурат, вы что-то хотели добавить? Да, также я вот хотела добавить, да, вот здесь приведены слова одной участницы, да, из Туниса, что она говорит, что страна, я в долгу перед тобой, да, то есть это она обращается к своей стране, и также говорит, что я изменю этот мир ради себя. Действительно, вот опять-таки, идеальным кандидатом будет считаться тот, кто хочет изменить, да, вот свое общество, то есть сделать свой вклад в развитие своего общества. Потому что программа, она действительно вдохновляет женщин. И когда вы видите, что женщины в Соединенных Штатах, да, вот именно в Сан-Франциско, как женщины, работая и поддерживая друг друга, они действительно идут вперед. То есть и нам надо от этого реально брать опыт, да, уже развивать женщин также в нашей стране. Вот, например, я была в компании LinkedIn, да, и в этой компании создан, можно сказать, такое отдельное это движение Women in Tech, да, то есть у них есть организация внутри, да, этой компании, где они поддерживают женщин, которые работают в этой сфере. Потому что одно из немаловажных, можно сказать, таким требованием, чтобы женщина была успешной, ей постоянно нужна поддержка, да, вот, и эта поддержка реально, можно сказать, вдохновляет ее не сдаваться и идти только вперед.
И по возвращению как раз-таки вот все, что вы получаете оттуда, вы вдохновляетесь, можно сказать, до такого предела, что приезжая сюда, вы хотите действовать уже, предпринимать что-то, чтобы изменить свое сообщество. Почему у нас не так? Почему мы не можем этого сделать? И очень действительно у нас сейчас программа Tech Woman поддерживает так называемый клуб Tech Woman в Таджикистане, где все участницы программы, объединяясь, могут вместе делать инициативы на дальнейшее поддержание, опять-таки, можно сказать, вот этой связи, да, между женщинами, чтобы они могли отдавать, да, своему обществу те знания, делиться, можно сказать, тем опытом, который свойствен им, а может быть недоступен другим. Поэтому это действительно такие качества, вот именно giving back, да, является немаловажным фактором для идеального кандидата. Да, да. И также хочется добавить, что если вот посмотреть на выпуск нашего Зевар года, девочки из Киргизстана, они настолько вдохновились программой Tech Woman после окончания, что они приехали в Киргизстан, знаете, что они сделали? Они запустили киргизский Tech Woman. ТКМ. Да, действительно так. Или еще, если говорить про примеры, очень часто я вижу девочек с Ближнего Востока, которые организовывают, там, не знаю, мероприятия, конференции. И всегда, когда нужен спикер, они пишут нам в группу выпускниц Tech Woman и такие: девочки, кто хочет быть спикером у меня на мероприятии? И моментально просто места разлетаются, как горячие пирожки. Да. Это действительно, это не просто программа, когда ты едешь на 5 недель, возвращаешься и конец. Нет, обратного пути нет. И все просто как одна большая семья. Так что подавайте, используйте свой шанс. Да, подача заявок начнется весной 2021 года. Следите за обновлениями на сайте. Мы все тоже стараемся продвигать по своим соцсетям, по своим каналам информацию о программе. Если начинается подача заявок, то мы как бы расшариваем в своих соцсетях, да, на своих профилях, чтобы побольше людей узнало об этой программе и участвовало. Вот. И на сайте тоже проходите. Да. Хотелось бы немного добавить об изменениях, да, которые произошли в программе в связи с пандемией. Подача заявок начинается, да, весной 2021 года, а участие в программе уже также будет осуществляться весной 2022 года. Это связано опять-таки с пандемией, потому что участницы, которые в этом году должны были проехать, они полностью сейчас будут проходить всю программу онлайн. И осенью 2021 года они должны поехать опять-таки в Штаты, чтобы пройти, вот, завершить полностью, да, курс этой программы, можно сказать, все ступени этой программы, и поэтому уже участницы будут называться Tech Woman 2022. В связи с пандемией участницы 2020 года у нас будут именоваться 2020-2021. У них будет целых 2 года? У них 2 года. Вот. Если вопросы, да, тут вот просто один человек, он задал вопрос, но позвонили, то есть выключился, ну, там были проблемы с интернетом. Вопрос состоял в том, что сталкивались вы вообще с какими-нибудь трудностями во время программы или в течение поездки, и как вообще преодолевали их? Вот, может быть, какие-то курьезные, интересные моменты? Если говорить о трудностях, что вы заблудитесь, потеряетесь, не знаю, останетесь без присмотра, то такое просто исключается. То есть менторы, организаторы программы настолько берегут вас как зеницу ока, как вот младенцев или птенчиков. Вы садитесь на автобус, смотрят всех по списку, что все сели, кто-то опаздывает, им звонят, пишут, что ты где находишься. Есть группа такая, называется Emerging
emergency, то есть если что-то случилось, то вы туда пишете, там сломал ногу, ударился. У вас прописаны все телефоны пожарной, милиции, в общем, вы очень хорошо осведомлены, допустим, даже в такой сфере, что по каким районам города можно ходить, по каким нежелательно. Да, Вам да. проводят инструктаж по менталитету, да, что будет как бы приемлемо именно в Соединенных Штатах, что будет неприемлемо, да, какие стили поведения или что-либо. Единственная сложность, с чем столкнулась я, это была разница во времени, потому что это абсолютно противоположная точка Земли, да, Таджикистан находится здесь, а Сан-Франциско здесь. Это у нас 12 часов дня, там 12 часов ночи. И целую неделю мы с всей командой ходили как сонные вороны, пытаясь привыкнуть к смену времени. Днем были сонные, уставшие, а вечером бодрые и задорные. В общем, это была самая такая сложная вещь. Привыкнуть к разнице во времени. Да, на самом деле я полностью согласна с Зивар. Организация просто на высшем уровне, и там просто невозможно попасть в какую-то неправильную, неловкую, сложную ситуацию. Вплоть до того, что если говорить про организацию, до того, как вы приедете, отправят опрос, и где вы будете, даже укажете, если у вас какая-то специальная диета. Если, допустим, девушка в положении, ее попросят указать, какой у нее конкретно месяц, и ей будет помощь и поддержка полностью в этом. Даже абсолютно совсем помогают. Я также добавлю, что когда я ездила, у меня была 11-месячная дочка. Вот, но это была действительно проблема для меня поехать, да, потому что мне не с кем ее было оставить. А ближайший человек, которому я могла доверить свою дочку, это была моя мама, которая она проживает на территории Российской Федерации. Так они пошли на уступку, ради этого купили мне билеты. В принципе, они на это не должны были идти, но и здесь же они поддерживают, чтобы я отсюда сама купила билеты, чтобы попасть в Москву, оставить дочку, а уже дальше с Москвы присоединиться к тому рейсу, который летит в Париж, и оттуда уже прямым в Сан-Франциско. И все мои затраты были возмещены этой программой, и не думайте, что что-то для вас станет преградой. Просто поделитесь своей проблемой, и вы увидите, какую поддержку, да, программа реально окажет вам. Главное, чтобы вы приехали, вы были вдохновлены и уже смело шли дальше. Спасибо большое вам за такую прекрасную дискуссию сегодня. Спасибо за то, что вы нашли время. Я думаю, это ценный опыт ваш, который поделились именно всем процессом и детально, и рассказали, и показали. Он очень пригодится для наших будущих участниц этой программы. Я повторюсь, мы все презентации, то есть постим и затем загружаем на канал YouTube посольства. Также будут доступны ссылки с веб-сайта посольства. В любой момент, в любой из предполагаемых участников или кандидатов программы, любой заинтересованный человек может спокойно их посмотреть, то есть эта информация будет доступна. Но также просим вас всегда связываться с посольством США. Мы всегда будем рады ответить на все ваши вопросы. И хочу, пользуясь случаем, хочу сказать, что программа Tech Women, она действительно развивает женщин, она помогает многим женщинам и помогла уже. Поэтому мы всегда стараемся, чтобы больше людей узнали о ней, мы стараемся рассказать о ней, показать, провести и помочь также участницам пройти всю поездку, то есть поехать, приехать, но в то же самое время и поделиться своим опытом далее. Как выпускник этой программы у вас будет прекрасная возможность участвовать в грантовых программах для выпускников посольств США, подавать на гранты, то есть если у вас какие-то идеи, вы можете их воплотить, написав проект, предоставив его в посольство, то есть это все рассматривается и
Мы также стараемся далее поддерживать связь. Есть вот, как упомянули девушки сегодня, это Tech Women, Tech Girls Clubs, это приезд различных менторов, делегаций из США. То есть программа это, то есть, не то, что вы поехали, приехали, и все это прерывается. Она продолжается, она работает, у вас постоянная связь, происходит постоянное взаимодействие и развитие. Ну, что ж, наше время подходит к концу. Еще раз хочу выразить благодарность нашим выпускницам, нашим девушкам, лидерам. И также хочу сказать, что не прерывайтесь, где-то через полчаса мы ждем вас снова на страничке американского центра в Душанбе. Сегодня у нас такой вот, как сказать, образно говоря, женский вечер. Для нас будет танцевать группа МАВУ, это женская танцевальная команда из Нью-Йорка. Она представит главным образом и расскажет о стиле танца хаус, расскажет об ее истории, расскажет о миссии своей группы, а также они представят и покажут в прямом эфире онлайн несколько танцев в стиле хаус, расскажут об их элементах, то есть это будет очень интересно. Спасибо большое. Неделя международного образования продолжается. До новых встреч.